Здравствуйте, меня зовут Мира Куйшубаева. Я педагог, психолингвист, культуролог. И сегодня мы поговорим немного о семье и, конечно же, о наших золотых детях. Семья это плод. Вот обратите внимание, дерево, да? Большое, крепкое, с мощными корнями, разрослось с такой листвой, и там есть плоды. Их немного, но они сочные, они вкусные, просто удивительные. И вот это есть семья. Это результат огромных трудов, времени, которое жизнь вообще вложила в то, чтобы появилась семья. Смотрите, это наши родители, наши предки, наши все поколения, до 7-го колена, да, это весь наш род, который положил все свои жизни, все свои чаяния, силы, где-то были войны, где-то был голод, да, но это все было сделано для того, чтобы созрел этот плод, чтобы появились новые семена. Так вот, если говорить вообще об этом дереве, об этом роде, то есть такая наука родология, которая очень хорошо изучила законы рода, законы потому, как это дерево растет и развивается. И вот в этой науке родологии есть такая схема, согласно которой работают все системы, все родовые системы. То есть если мы берем многодетную семью за образец, тогда мужская линия – это сила рода, женская линия – это информация рода, знание, мудрость. И все знания о предках, об именах, скажем, до 7-го колена, они передаются по женской линии. То есть эта женщина дает всю информацию о роде. Поэтому для каждой женщины важно знать информацию не только о своем роде, но и о роде своего мужа. Вот. И это так отступление, но самое главное, что женщина, самая старшая или самая мудрая, да, в семье, обычно это бабушки или прабабушки, да, они называются таким термином регина в родологии. И она знает все об этом роде. Она может на интуитивном, на подсознательном, возможно, в данное время, да, но она знает о каждом внуке, какой он по характеру, в каком он ключе должен развиваться, какое у него предназначение. Она уже имеет это чувство, которое в ней заложено еще от ее предков. И вот это ядро в семье, скажем, у плода есть ядро. Так вот, это ядро – это вот эта регина. И, как правило, около плода живет та семья, которая называется в родологии живое тело. Живое тело, оно самое сочное, как правило, да, и в жизни это самая обеспеченная семья, потому что, то есть если у нас многодетная такая была регина, да, то та семья, которая живет с ней, это самая обеспеченная, потому что, это так закон природы так работает, и потому что эта семья, в ее обязанности входит забота о всех остальных. И поэтому Бог дает именно этой семье больше всего. Остальное, получается, остальные такие подвижные части в этой структуре, кто-то может ехать за границу, кто-то может по городам разъехаться где-то как-то, это в зависимости, то есть функция семьи какая? Это распространение, но живое тело и регина, они будут всегда корнями оставаться там, где они родились. И также, как это не всегда принимается в семьях, существует мертвое тело, называется, или как вот за рубежом принято говорить в семье не без уродов, но это такая пословица, немножко грубовато звучит. Но суть в том, что в каждой семье есть свой скелет в шкафу, когда, либо это человек, у которого есть зависимость, например, и вся
Если вся семья заботится о нем, то эта семья процветает. Но зачастую, очень часто складывается так, что начинают от него либо отказываться, либо пытаться изменить, либо перевоспитать, что-то сделать. Да? Как правило, это плохо срабатывает для благополучия всего рода. Почему? Потому что в каждом роде Бог дает самую сильную душу, которая берет на себя всю, скажем так, карму рода, чтобы остальные все жили благополучно. И именно из благодарности за это все должны о нем заботиться и принимать таким, какой он есть. И очень часто бывает это, даже рождается ребенок. Ну, не берусь говорить, что во всех случаях, но частенько это либо ДЦП дети, либо какие-то там болезни проявляются. Я еще раз повторюсь, я не говорю, что это обо всех, но зачастую это те души, которые пришли помогать, которые пришли именно для того, чтобы у их родителей было все хорошо. То есть, возможно, там по предназначению, по судьбе какие-то вещи есть, но о которых, может быть, родители не подозревают, но благодаря тому, что этот ребенок вот таким, допустим, родился, да, он дает возможность им избежать каких-то вещей, о которых они не подозревают. Но сам факт, что, понимая такие законы природы, что существуют, и родители должны быть не просто благодарны, но они должны, не то что даже должны, они это начнут чувствовать, по сути. Это же ведь сколько заботы они вкладывают, это у них удивительные функции. И вообще, если говорить о том, как вот в жизни, в природе, как действуют законы, какие у Бога намерения на все, какие планы на все, да. Этого всего, конечно, изучить до конца невозможно, но очень много мудрости всегда заложено в притчах, в каких-то историях. Например, если взять, допустим, поговорим, даже о том же воспитании. Воспитании, если мы как мы воспитываем своих детей, сколько мы в любви их вкладываем. Если взять педагогику Януша Корчака, когда он в своих 10 заповедях, в одной из своих заповедях написал, что дети это чаша, которую вам дал Бог, чтобы вы ее наполнили. Они не являются нашей собственностью, они являются детьми Бога. И если вы через такую призму посмотрите на детей, будете ли вы от них что-либо требовать? Будете ли вы их наказывать? Или будете вы их в чем-то обвинять? То есть понаблюдайте, правильно ли мы относимся. Ведь все зависит от нашего отношения к людям в целом, не только к детям. То есть если мы относимся к ребенку как дар Бога, подарок от Бога. Ведь посмотрите, сколько семей, сколько женщин, которым Бог не может подарить, не дает. То есть они бы, может быть, в жизни сколько бы отдали бы, но идут на такие жертвы, там где-то эко какие-то, да, вещи. То есть это подарок Бога, который мы должны ценить, да. И в этом смысле, когда вы понимаете, что это подарок от Бога, поменяется ли ваше отношение к Нему. Вот над этим можно немного поразмыслить. И как раскрывается потом. Это удивительно наблюдать за мамами, когда раскрывается любовь. Это же уникальное явление в природе, любовь материнская. Ведь это то, чего не купишь ни за какие деньги. Это то, что
ты бы всегда бы хотел иметь. Каждый хотел бы иметь и никогда не расставаться. Вот. И вот в этом примере вот вспомните, как эта любовь работает, как она исцеляет, как она дает эту жизнь, вдохновение. Я просто вспомнила Онорé де Бальзак, знаете, наверное, такого писателя, когда его мама, в школе он был абсолютный двоечник, и сказали: не приводите больше, он не умеет ни читать, ни писать, и ничего не может, и им надо заниматься отдельно, для него нужна другая программа, которая разработает для него программу, которая учитывает его какие-то особенности природные. И было это даже письмо, в котором было написано, что из него ничего не выйдет. Представляете, да? Вот учитель так и написал. И когда и мама со всей заботой, со всей любовью, она им занималась, да. И когда он вырос и уже стал писателем знаменитым, да, и так произошло, так в жизни бывает, да, что у него была эта встреча с этим учителем, и он ему показал это письмо. Он говорит: а кто это вам написал? Он говорит: это вы написали. Понимаете, что в жизни, или вот тоже я вот сейчас у меня на языке вертится, но я не припомню фамилию ученого, но в Ютубе и вообще в WhatsApp, по-моему, очень это видео часто крутят, когда тоже ребенок зашел и сказал, что: мама, почему ты плачешь? А она читала письмо, которое пришло со школы, что ваш ребенок, не приводите больше ребенка, он не для обычной программы. И она сказала: мне учительница написала, что ты слишком умный для того, чтобы учиться в обычной школе. И занималась с ним сама, индивидуально, под его способности. И он стал великим ученым. И когда она уже умерла, и он собирал ее вещи и прочитал это письмо, конечно, у меня даже сейчас мурашки по коже, как он разрыдался, какова сила материнской любви, материнского вдохновения, насколько это важно в нашей жизни. И это касается ведь не только даже... Это пример того, какая материнская любовь может быть, но ведь зачастую люди просто, будучи даже не матерями, они могут развить в себе это высшее чувство, это вкус вот этой любви. Вот. Еще я вспомнила такую притчу, когда художник, который закончил художественно-графический, которому всегда преподаватели говорили, что у тебя дар, у тебя талант, ты великий художник, ты так хорошо рисуешь, а он перебивался от копейки к копейке и не понимал, что же мне делать, может быть, мне уйти в дизайн, может быть, мне что-то еще, потому что то, что я делаю, оно мне пропитание не дает. И он начинает работать на какие-то компании, чтобы прожить, но понимает, что он что-то теряет. И он стал ходить просто на выходных в парке и рисовать от души. Рисовать от души, и вот как-то пришла к нему женщина, он смотрит, картина получится, конечно, не очень, потому что, гармония не такая, где-то нос не так, вот что-то. Но он нарисовал от души по-своему, вложив в это свою душу, где-то какие-то коррекции, ретушь, что-то. И он считал, что это технические вещи. А она, посмотрев, она улыбнулась. Почему? Потому что она считала себя другой, но, посмотрев на это, у нее душа запела. И вот так вот в действительности суть-то была в том, что этот художник заглядывал в душу человека, видел красоту, находил что-то хорошее и выкладывал это на полотно, и полотно оживало другими красками, оживало красотой истины, красотой души. И в какой-то момент даже пришла одна женщина с девочкой, которая была очень худенькая, уже практически, по ней было видно, что, возможно, ей оставалось немного. И сама женщина с глазами, так сказать, на мокром месте практически. И просто, видимо, напоследок для себя хотела заказать картину. И она попросила: нарисуйте мне девочку.
И он ее посадил, но при этом чувствовал всю эту боль. Боль матери и боль этой девочки, которая еле сидела. И для него это было действительно собрать всю свою способность, чтобы увидеть эту душу, увидеть какую-то красоту. И он просто закрыл глаза, и он не стал рисовать девочку. Он нарисовал то, что он захотел рисовать. Он нарисовал ее красивую, ее с косичками, ее сияющую, играющую, рядом сидящую где-то на лавочке маму. Он нарисовал по-своему, потому что ему захотелось от души поделиться этим от души. И подарил. Сказал, это мой подарок, потому что я не стала рисовать то, что вы хотите, я рисовал то, что я захотел. И маме на тот, конечно, момент было очень больно увидеть то, что вот, видимо, то, что она знает, и то, что получилось, вот, но она ушла. И через некоторое время, и в этот момент к нему сзади подошла та женщина, чью картину он нарисовал в первый раз, так сказать, обожествил, да, и сказал, а вы знаете, что только что вы исцелили этого ребенка? Он говорит, да бросьте, я просто художник. И она говорит, да, вы не художник, вы волшебник. И он ведь даже не узнал ту женщину, потому что она изменилась. С тех пор она изменилась. Но она изменилась благодаря тому, что он вложил в это. То есть у каждого есть свое предназначение. И если мы живем по своей миссии, и мы вкладываем душу в то, что мы делаем, мы вкладываем, вот мы видим Бога в каждом человеке, ведь в каждом человеке частичка Бога в его сердце. И если мы видим этого Бога в другом человеке, то у нас бы не было проблем во взаимоотношениях. У нас бы не было проблем с этим принятием. Да? То есть я хочу закончить вот на такой нотке, что давайте будем творцами своей жизни, а ведь Творец – это в первую очередь Бог. То есть надо жить в гармонии с нашим сердцем, с Всевышним, и понимать, что все, что в жизни не делается, это все к лучшему. Теперь вот такое задание, тоже такое направление, как сказкотерапия. Очень интересное. Возьмите, напишите сказку. Можете с ребенком написать сказку, можете сами посидеть вначале для первого раза сами. И напишите сказку, где, возможно, вы в главной роли. Прям представьте себе, визуализируйте, опишите, но сделайте так, чтобы у этой сказки был хороший конец. Или даже не то, чтобы вы специально, а просто вживитесь в эту роль. Прочувствуйте, пропишите все свои чувства. Вот именно на уровне чувств напишите эту сказку. И находитесь в этих чувствах до тех пор, пока сами эти чувства вас не выведут на хороший конец, так скажем. То есть пишите эту сказку до тех пор, пока у вас не выйдет хорошая концовка. Вот. Но конец должен быть хороший, обязательно. Вот на этом мы закончим.